Леонид Саданов. Ага, да. Всем доброе утро. Так, всем виден экран, да? Алло, алло. Видно, ага. Ага. Давайте раздел о проекте мы начнем прямо вот с инструкции по заполнению заявки, которая находится на портале Фонда президентских грантов, и его можно скачать. Все ли читали инструкцию по заполнению заявки? Раздел о проекте, самое первое пункт – это грантовое направление. То есть у нас в фонде президентских грантов есть 13 грантовых направлений, по которым нам нужно выбрать свое направление проекта. По одному проекту выбирается только одно направление, также там есть подтематики. И смотрим обязательно соответствие уставной деятельности, да, и грантовому направлению. Вот самое первое, то, что проверяют, это вот именно соответствие грантового направления и деятельности, уставной деятельности организации. Кроме того, при направлении предполагает помимо стандартного срока долгосрочную реализацию. То есть есть направление там, где прям прописано долгосрочный проект. Это поддержка проекта в области науки, образования и просвещения, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства, также развитие институтов гражданского общества. Тематика грантового направления. Тут надо выбрать именно наиболее подходящую тематику по проекту в рамках грантового направления, определенного в пункте 1. То есть выбрали грантовое направление основное, потом можете выбрать под тематику. Фонд президентский говорит, что этот выбор не ограничивает работу рамками одной тематики, но влияет на процедуру экспертизы проекта. То есть эксперты для оценки проекта распределяются в соответствии с грантовыми направлениями и учетом тематик. Далее у нас идет пункт названия проекта. Название проекта не должно быть длинным, его необходимо написать без кавычек, заглавной буквы, без точки в конце. Внимательно проверьте, чтобы в названии проекта не было орфографических и пунктуационных ошибок. То есть стараемся, чтобы название было не слишком длинное, да, и понятное, например, эксперту. Если, например, это проект про детей или про пожилых людей, то можно прямо в названии так и прописать. Также обычно делают привязку к географии, да, в каком-то районе или в республике. То есть еще важно оценить название с позиции публичности. Оцените, как СМИ, профессиональное или местное сообщество, благополучатели будут воспринимать такое название. В название проекта не должно входить его описание. То есть не слишком длинный, но и чтобы был понятный. Краткое описание проекта – это деятельности в рамках проекта. Вот этот пункт самый главный, я считаю, что так как тут надо прописать именно вот про проект, да, в рамках проекта, что вы будете именно делать. Тут надо прописать основную идею проекта и конкретные действия и планы его реализации. С указанием целевой аудитории это обязательно. То есть для кого что будет делаться. И наиболее значимые ожидаемые результаты. Тут по ожидаемым результатам не надо все прописывать, только конкретно и наиболее значимые. Какие изменения произойдут, да, например. Пункт 3.1, тут идет полное описание проекта, презентация проекта. Можете тут загрузить уже более подробную презентацию проекта, прям можете с фотографиями, да. Эти документы не обязательны, но это будет очень полезно для эксперта, понять, какой проект представлен, и я думаю, вот этот пункт очень важен, да. Все документы должны быть загружены в формате PDF, и
даже вот вордовские файлы, они должны быть преобразованы в PDF. Ага, видео о проекте. Тут можете указать ссылку. А, Это не обязательно, но приветствуется также. Теги. Теги тоже очень важные. Это ключевые слова, которые характеризуются ваш проект. География проекта. География проекта, тут следует иметь в виду, что под география проекта и по уставу организации у вас должно все соответствовать. Например, если у вас в уставе организации прописана география, там, Хангаласский район, да, то и если вы заявляете в проекте, что вы будете работать на всю республику, то это уже будет неправильно. Вот. Например, если организация зарегистрирована в форме регионального общественного объединения, она должна работать только на территории своего субъекта. То есть или район, или улус, или село даже может быть, да? Мгм. Если организация ранее работала только в своем регионе, но планирует расширение деятельности на несколько соседних, такой проект может получиться успешным при условии уже налаженного взаимодействия. При этом стоит реально оценить свои возможности по сотрудничеству с другими территориями. То есть, если вы планируете, например, работать не только в своем районе, то следует включить партнеры, например, другие районы обязательно. Так, дата начала реализации проекта и дата окончания реализации проекта. Сроки проекта определяются календарным планом и отображаются автоматически. А, Скорректировать сроки вы можете в разделе «Заявки календарный план». Это уже другой раздел. При проверке даты убедитесь, что соответствует требованиям. Срок реализации стандартного проекта не может превышать 18 месяцев. Если более 18 месяцев, это уже долгосрочный проект. Целевые группы проекта. В этом поле нужно указать одну или несколько целевых групп людей на решение или смягчение проблемы, которые направлен проект. Следует указать только те категории людей, с которыми действительно будет проводиться работа в рамках проекта. То есть именно те категории людей, с которыми вы будете взаимодействовать, или ваш проект будет их как-то касаться. И следует обратить внимание на то, что основная целевая группа в проекте все-таки она должна быть одна. То есть главная целевая группа и остальные уже как бы второстепенные, да. Например, у вас, если целевая группа – это дети-сироты, то волонтеры – это уже будет не главная целевая группа, но их все равно надо включать. Восьмым пунктом идет у нас описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта. Вот этот пункт, он тоже очень важный, и тут надо вот конкретно, подробно описать проблему целевой группы, то есть основной целевой группы, которые, проблемы которых вы должны решить в рамках проекта. И тут они приводят вопросы, на которые вы можете себе ответить, да, и таким образом построить, вот написать обоснование проекта. Каких людей касается проблема? Коротко описать целевую группу, ее состав и количество представителей на конкретной территории реализации проекта. В чем заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу и каковы причины существования этой проблемы. То есть тут надо писать конкретно, а не, например, там обычно начинает: у нас в России там сколько-то тысяч проживает пенсионеров, из них вот у них какие-то вот проблемы, да. Тут надо не всю Россию брать, да, не весь мир, а именно конкретно, например, в селе, в каком-то селе у нас проживают там 150 пожилых людей. Надо вот конкретные цифры брать и статистику
брать смотря по своей географии деятельности проекта. То есть если это молодежь, то конкретно брать, например, количество молодежи. Если это старики, то это количество пожилых людей надо конкретно писать. Также надо изучить до того, как написать проект, проблему своей целевой группы, да. Это могут быть какие-то вот вырезки, цитаты из СМИ, научная статистика, научные статьи, какие-то, может, до этого работы проводились, да. И все равно до написания проекта самое главное изучить проблему целевой аудитории своей. Так, материалы, подтверждающие наличие проблемы. Это поле заполнять не обязательно, но можно при необходимости загрузить документы. Это могут быть вот иллюстрирующие проведенные исследования, запросы от благополучателей на проведение проекта и так далее. Цель проекта — это 9 пункт. Цель должна быть напрямую связана с целевой группой. Направлена на решение или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к моменту завершения проекта. То есть цель должна быть конкретная и направлена на решение или смягчение. То есть ваш проект может не полностью решать проблему, да, но как-то смягчить социальную проблему. Например, в том же вот или районе, или селе можете сказать, что ваш проект направлен на улучшение, да, какое-то улучшение для целевой группы проблемы, не полностью ее решить, а как-то улучшить, например. И важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить количественными и качественными показателями. То есть а, цель должна быть а, измерима и достижима сама по себе, да? Ага. Следует избегать общих фраз, формулировка должна быть максимально конкретной. Мгм. И, как правило, у проекта одна цель. Надо стараться прописать только одну цель, и потом задач может быть там от 3 до 5 задач. Ну, вот это вот рекомендации. И, как правило, задачи, они решают причины проблемы. То есть в обосновании мы, например, пишем а, причины проблемы, почему именно вот такая проблема у вас существует, да, а потом задачи уже это решение вот этих причин проблемы, устранение причин. Ожидаемые результаты проекта. Ага, тут у нас есть целевые группы, количественные результаты и качественные. Что это вот означает, да? Целевые группы автоматически отобразятся категории благополучателей, прописанные вами в разделе о проекте. В пункте 7 мы прописывали целевые группы. В колонке «Количественные результаты» нужно указать, кто из участников проекта, представителей целевых групп, ощутит на себе положительный эффект в результате проводимых мероприятий, и также их количество. В качественных результатах и способы их изменения нужно подробно написать, что и как изменится у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта. Обычно вот качественные результаты и способы их измерения — это у всех с этим возникают сложности, так как качественные результаты, ну, как сказать, надо вот прописывать цель, задачи и обоснование проекта так, чтобы в качественных результатах нам было что написать, да. То есть, если мы цель, например, напишем, сделать детей вот в селе, в каком-то селе счастливыми. Такая цель проекта. Если будет, то мы тут не сможем ничего написать. Как мы измерим, что ребенок счастлив, да? Как, как мы будем это доказывать, например? Или вот, ну, что-то типа такого подобного. А если, например,
цель будет конкретная, да, а, как сказать, ну, можно сказать, что не счастливый ребенок, а можете свои варианты сказать, например, или д д а, например, пожилым что можно сказать? Ну, цель проекта, а, социально и культурно, да, например, обогатить или реабилитировать людей старшего поколения. Если так, то тут можно уже прописать то, что социальную и культурную часть, да, а, какие качественные показатели мы получили по реализации проекта. Например, новые знакомства, можно сказать, да, пожилых людей. Появилась площадка, где они могут общаться. Вот все это, вот, например, качественные результаты проекта. Количественные результаты следует указывать количество участников, которые ощутят положительные изменения по итогам реализации проекта. Важно проследить, чтобы количество людей, указанное в этом разделе, совпало с количеством людей, указанным в графе «Ожидаемые результаты» раздела. То есть сумма количественных результатов должна соответствовать вот эта таблица, да, ожидаемые результаты и седьмой раздел о проекте. И также календарный план. Показатели должны соответствовать следующим требованиям: адекватность, достижимость, достоверность, измеримость, объективность, однозначность. Каждую формулировку ожидаемого количественного результата необходимо указывать в отдельной строке. Чтобы добавить новый показатель, нажмите кнопку «Добавить». Так, ну, на портале там все очень просто и интуитивно можно заполнять, да? Ага, и также заметка. При указании количества благополучателей не нужно повторяться и считать одних и тех же людей в разных пунктах. Например, если группа людей участвует в мастер-классах и получает благотворительную помощь, эту информацию нужно отразить в одном общем показателе. Про качественные результаты. В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос, что и как изменится у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта. Необходимо описать, как именно изменится жизнь ваших благополучателей в результате реализации проекта и решения их проблемы. Если проектом предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, качественные результаты следует указать по каждой из них. Важно продумать способы подтверждения достижения качественных результатов. То есть до при заполнении вот качественных результатов надо заранее продумать, какими документами подтверждающими вы будете обосновывать свой проект. Это относится и к отчетности потом, да. Например, получение образования можно подтвердить соответствующим документом, улучшение состояния здоровья входным и итоговым тестированием. Ну тут, да, вот. Или, например, провести анкетирование в начале проекта своих благополучателей, да, и потом уже в конце проекта провести какое-то анкетирование. Там и повышение, например, самооценки, самочувствия, настроение у них там улучшится, да. Вот это можно, в принципе, а, сразу заранее продумать. Задачи проекта. Задачи проекта, которые это те задачи, которые будут способствовать достижению цели проекта. А, Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. Вот. Как раз до этого мы говорили, что причинами проблем целевых групп выступают потом как раз и задачи. То есть устранение причин – это и есть наши задачи. Так, партнеры проекта. Тут важно указать название организации, имена и должности лиц, готовых оказать поддержку в реализации заявленного проекта. И тут важно, чтобы письма поддержки, да, например, были конкретные и, например, не просто, например, муниципалитет района поддерживает эту организацию, а именно в рамках вот этого проекта сделает то-то, 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 конкретно, чтобы должно было лучше быть. Как будет организовано информационное сопровождение проекта? Это
пункт тоже очень важный. И в данном поле необходимо отразить, каким образом будет организовано освещение мероприятий проекта в СМИ и сети интернет. Некоммерческая организация, ее деятельность должна быть информационно открытой. И как раз вот критерий, да, информационная открытость, тоже оценивают эксперты по этому критерию. Здесь нужно указать ссылки на ресурсы проекта в сети интернет. То есть это могут быть сайты, страницы в соцсети и так далее. Про дальнейшее развитие проекта. А, указ- Тут указывайте, будет ли продолжена деятельность организации в том же направлении после завершения грантового финансирования. То есть проект это, например, он будет максимум на 1,5 года же, да, у нас. Ну, обычно это 1 год или 1,5. И по завершению проекта, после достижения, например, цели проекта, что вы дальше планируете делать? Тут именно это прописываете. И пишут, что заполнение этого поля очень важно при запросе гранта на приобретение дорогостоящего оборудования транспортных средств. То есть, если вы что-то приобретаете, то важно написать именно вот дальнейшее развитие проекта. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем. Тут указывайте, за счет каких средств проект будет осуществляться после грантового финансирования, если работа по нему будет продолжена. Так, ну, в принципе, по первому разделу все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. А, Если при заполнении у вас какие-то проблемы или вопросы возникли, тоже можете задавать. Так, ладно, я думаю, нам надо будет пока продолжить. Вопросы оставим на после. Ага, ну, Нет. давайте. Так, я сейчас демонстрацию запущу. Угу. Сардана Ивановна, можете свою демонстрацию пока Все, отключить? включила. Нет, Так, демонстрация еще идет. О, все. теперь. Так, вот. Так, мы с вами сейчас поговорим о разделах команда проекта и руководитель проекта. Достаточно важные моменты, которые необходимо будет тоже заполнить. То есть для начала давайте проговорим с вами о том, кто такой руководитель проекта. Руководитель проекта – это прежде всего лидер команды. Он обеспечивает качественный подбор сотрудников, то есть увлеченных профессионалов, которые гармонично сочетают энтузиазм и системный подход к решению своих поставленных задач. Руководитель проекта должен четко понимать и требовать того, чтобы команда в целом понимала поставленные перед ними цели и задачи проекта. Он контролирует распределение обязанностей, работу с конфликтами и поощряет тех, кто хорошо работает. И, конечно же, он распределяет роли и обязанности и требует, понимает необходимость всех условий и ресурсов проекта. Там есть определенные формы заполнения. Вы, скорее всего, если уже заполняете или заполняли, или же приступаете к заполнению, знаете, что там есть определенная форма, которая, которая обязательно заполнению. То есть важно помнить, чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, стоит заполнить все необходимые данные, даже если вы их примерно помните, ну, или помните очень смутно. И заполнение производится, как мы рекомендуем, на сайте созидатели.ру. Давайте немного поговорим о том, что такое сайт созидатели.ру. То есть у фонда президентских грантов есть такой сайт, называется созидатели.ру. Это сообщество, сайт объединения лидеров социальных проектов. Там существует личный кабинет, в которых вы, собственно, регистрируетесь и заполняете свои необходимые данные. Вот. Например, пример мы можем увидеть с вами, пример заполнения моего личного кабинета на сайте Созидателей. Здесь указывается фамилия, имя, отчество, электронная почта, телефон. И самый главный момент – это вот ваши интересы. Это тут существует определенный перечень. Это вот, например, социальное обслуживание, охрана здоровья граждан, поддержка семьи, поддержка молодежных проектов, поддержка проектов в области науки, в области культуры, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод, охрана окружающей среды и так далее. Здесь необходимо будет выбрать то, с чем вы работаете,
или же в перспективе собираетесь работать, и выходящей внизу графе из списка должны выбрать то, что вам более всего подходит. Можно выбрать несколько вариантов, не ограничивается 3-4 штуками. И чем подробнее вы, конечно, все определите для себя, тем лучше будет для вас. Также там есть раздел «Дополнительные сведения». Там вы полностью прописываете всю вашу информацию о том, какие у вас есть награды, какие у вас есть успешные проекты, какие у вас были реализованы проекты и так далее. И, конечно же, прикрепляются благодарственные письма, рекомендации, отзывы, характеристики, которые были написаны в адрес ваш личный адрес. Все это делается для того, чтобы эксперт, а эксперт прежде всего это, как я уже говорил, человек, он мог правильно оценить вас как достойного члена, получается, и компетентного специалиста по вашему проекту. И чтобы он мог компетентно и качественно оценить вас, надо заполнить все необходимые данные, чтобы у эксперта было представление. Можно заполнить обычным путем, ручным методом, но почему фонд президентских грантов и мы рекомендуем забивать через сайт Созидателей? Дело в том, что именно через Созидателей даются дополнительные баллы. То есть, как мы уже проговаривали ранее с вами на прошлом вебинаре, существует 10-бальная система, и определенный балл из них имеет сайт созидатели.ру. Вот. Как вы добавляетесь через Созидатели? Здесь вы видите пример, получается, заявки. Вы нажимаете кнопку «Поиск добавить через Созидатели». Вписываете свои данные, то есть поиск на портале Созидатели, фамилия, имя, отчество, город Москва, допустим, ну, в данном случае город Якутск или у вас непосредственно город, и нажимаете поиск, и, соответственно, после этого у вас должно выйти то, что вы приняты. Вот. О том, что же это за раздел. Раздел «Руководитель проекта». Вам необходимо подробно описать профиль и опыт вашего руководителя. Информация из этого раздела должна помочь экспертам конкурса убедиться в том, что руководитель проекта обладает достаточными знаниями, опытом и компетенциями для качественной реализации этого самого проекта. То есть здесь важно показать, что у руководителя уже есть опыт управления проектами, сравнимый по масштабу и тематике с тем, с которым вы подаете на конкурс. В поле 9, например, когда вы заполняете ручным методом образовательной организации и специальности, расскажите о том, какое образование получил руководитель организации, о курсах переподготовки, о повышении квалификации, пройденных тренингах, семинарах, которые связаны с направлением деятельности по проекту. Если вы примерно помните, когда вы выпустились, потому что там по форме, например, требуется точная дата выпуска, можете примерно написать. То есть мы логично понимаем, что поступление было в сентябре, приказ вышел, допустим, в августе, приказ о том, что вы выпустились, о том, что вы получили высшее образование, выходит в среднем в июне. То есть июнь 20 число, август 20 число, прием и выпуск с университета. Примерно так можете написать. Это, в принципе, не возбраняется. Вот. В поле 10 опыт работы руководителя проекта надо подробно описать опыт работы руководителя, включая опыт реализации и его социальных проектов. То есть укажите не более 10 мест работы с названием организации, должности и периода работы. Если опыт работы отсутствует, поставьте отметку в поле «нет опыта», и, в принципе, тоже не будет сильных требований. Это на случай тех, кто только-только начинает свой путь к социальному проектированию. В поле 11 дополнительные сведения. Вы можете указать дополнительную информацию интересную о руководителе проекта, например, о получении государственных наград, благодарности, премий, или же это могут быть муниципальные, районные награды. И все то, что вы посчитаете важным о раскрытии вашей личности, то вы и добавляете. В поле 12 рекомендательные письма, отзывы, характеристики. Загрузите те рекомендательные письма, отзывы, характеристики в виде отдельных файлов в формате PDF. Тут стоит учитывать сайт
президентских грантов, сайт созидатели.ру работает исключительно с PDF-файлами. Это важно для того, чтобы у вас сохранялись ваши личные данные, и они не изменялись, не редактировались. Из-за того, что существует множество версий, например, того же Word, того же PowerPoint или же иных документов, при передаче на другую платформу, другую систему, данные очень сильно меняются. Это очень сильно заметно, и чтобы все сохранялось в первозданном виде, в котором вы ее видели, вы ее редактировали, необходимо переводить документы в PDF. Это сохранит целостность ваших документов. Вот. И не забудьте указать ссылку на активный профиль в социальных сетях и добавить свою личную фотографию. Вот. Раздел «Команда проекта». Команду проекта отличает следующий набор важных характеристик, как мы считаем. Это, во-первых, необходимо наличие общей цели, то есть для социального проекта важно, чтобы члены команды не только знали поставленную перед ними цель, но и разделяли ее. Во-вторых, важна совместно согласованная деятельность, то есть команда эффективна, когда компания сталкивается с привнесением чего-то нового в свою деятельность. Как мы уже ранее говорили, с социальным проектом вносятся инновации, что-то новое. И если ваш проект уже постоянно работает одними и теми же методами, то, скорее всего, это уже не является как таковым, как таковым проектом, а это часть какой-нибудь там программы. Вот. И стоит понимать, что социальный проект изначально ориентирован на внесение инноваций. В-третьих, команда не только осуществляет некоторый набор действий, но также несет ответственность за свою деятельность. И в-четвертых, члены команды обладают определенным набором качеств, позволяющих работать вместе, а также квалифицированно выполнять поставленные перед ними задачи и выполнять свои функции. И тут тоже важно помнить, чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, необходимо заполнить все поля, все необходимые данные, даже если вы их примерно помните или помните смутно. Можете запрашивать информацию, там тоже, точно так же форма практически одинаковая, как и у руководителя проекта. И их также мы настоятельно рекомендуем заполнять через сайт созидатели.ру. Вот. Тут то же самое, надо нажать на кнопку «Поиск» на портале Созидатели, добавить через Созидатели, нажать «Поиск человека», вот, прописать его должность и нажать «Поиск», потом уже добавить. Вот. Когда вы приступаете к формированию команды проекта, придерживайтесь двух главных принципов. Первый принцип – это принцип необходимости и достаточности, то есть людей должно быть ровно столько, сколько необходимо для реализации всех мероприятий календарного плана. Лишних позиций в команде проекта быть не должно. Второй принцип – это принцип соответствия, то есть опыт и компетенции членов команды должны соответствовать специфике мероприятий календарного плана. Как мы уже говорили, есть два способа, это автоматический и вручную. Автоматически, если вы делаете через Созидатель, вам добавляются дополнительные баллы, как я уже ранее говорил. Анкету вручную, это, конечно же, уже это. Если вы, в принципе, собираетесь сделать один проект, там, небольшой, на один раз, и это, в принципе, решает всю социальную проблему, которая перед вами стоит, то, в принципе, можете заполнить вручную, так как это будет потом лишней перегрузки как для них, так и для вас. Вот. Вам необходимо будет объяснить, кто именно и какие задачи будет выполнять у вас в членах команды. То есть формулируйте должность каждого члена команды так, чтобы была понятна роль сотрудников в проекте. Затем расскажите, есть ли у членов команды опыт реализации проекта подобного масштаба и тематики. Важно понимать, что если вы распишете в должность как, допустим, ответственный по заполнению документации участников проекта целевой группы, то это не есть хорошо. Это может спокойно делать, допустим, координатор проекта. Поэтому названия должны быть емкие и конкретные. PR-менеджер, эксперт, координатор, генеральный директор, руководитель, бухгалтер, юрист, консультант или юрист и так далее. Поэтому обратите на это особенное внимание и лучше заранее проговорить с каждым членом команды о том, что именно и какую роль они будут нести. И
Важно понимать, продублируйте должности членов команды в бюджете проекта в разделе «Оплата труда» и более подробно раскройте должностные обязанности каждого сотрудника в комментариях к статьям в бюджете проекта. Стоит помнить, что все люди, перечисленные в разделе «Команда проекта», должны фигурировать в бюджете, то есть количество задействованных людей, количество должностей в бюджете должны совпадать. Это очень важный момент, потому что в критерии логичность проекта и ее связанность на это будет обращать особое внимание. Также вам надо описать профили ключевых членов команды, то есть команда проекта может быть совсем небольшой или наоборот многочисленной, в зависимости от масштаба и сложности проекта. Ваша задача как человек, который заполняет заявку как руководителя проекта, грамотно распределить ответственность за разные направления деятельности по проекту между людьми и как можно более полно описать профессиональный профиль руководителя этих самых направлений. Вот. При заполнении поля в профиле каждого члена команды в поле 1 должность и роль участника вместе с обозначением роли пропишите должностные обязанности каждого сотрудника, чем конкретно человек будет заниматься в проекте. В поле 4 образовательной организации специальности расскажите, какое образование получил каждый член команды, то есть перечислите не более 5 образовательных организаций, за исключением общеобразовательных и с указанием названия организации, полученной специальности и периода обучения. В поле 6 опыт работы. Подробно пишите этот самый опыт работы каждого члена команды, включая опыт реализации социальных проектов. Укажите не более 10 мест работы с названием организации, должности и периода работы. И если опыт работы отсутствует, поставьте отметку в поле «Нет опыта». Ну и в поле 7 дополнительные сведения. Укажите дополнительную информацию, например, о наличии государственных наград, благодарностей или же премий. Вот. Также мы рекомендуем вам, настоятельно рекомендуем вам зарегистрировать ваш проект на карте гражданских инициатив на сайте ercportal.ru, так как это также даст возможность вам заработать дополнительные баллы по разделу информационная открытость, и также можете отмечать партнерскую с нашими едиными центрами карты гражданских инициатив. Вот. И, собственно, сейчас мы готовы ответить вам на вопросы. Вы можете их прописать в чате или же можете выйти в голосовую связь. Мы постараемся ответить максимально подробно на все интересующие вас вопросы. Вот про портал, пожалуйста, расскажите, последний портал, где нужно разместить. Вот, ага. У нас у Единого ресурсного центра имеется свой портал, карта гражданских инициатив. Это ERC, по ссылке ercportal.ru. Внизу здесь указано. То есть данный портал поможет вам по нескольким функциям. Это, например, найти партнеров вашего проекта, так как возможно, в том направлении, в котором вы работаете, работает еще несколько организаций, вы можете с ними быть партнерами, взаимодействовать, вы можете здесь предложить свои ресурсы, или же вы можете попросить ресурс сами, и как раз тут появляется функция шеринга, а также вы можете разместить ссылку на размещенный вами проект на заявке фонда президентских грантов, и это как раз может дать возможность заработать дополнительные баллы по критерию информационной открытости. То есть вы, публикуя свой проект, даете понять эксперту, что вы информационно открыты, и этот проект действительно реализуется, люди с ней знакомы, и общество, гражданское общество активно взаимодействует с вами в рамках данной карты. Спасибо, спасибо. И также хотелось бы добавить, что вы можете отправить как информацию о своей деятельности и о своей организации, и мы можем написать статью на портале. И это тоже можете указывать в фонде президентских грантов как ссылка на СМИ, в принципе. Хорошо, это очень хорошо, спасибо. У нас еще имеются какие-либо вопросы? По-моему, вопросов больше нет.
так или иначе, мы с вами сегодня проговорили о достаточно важных, интересных пунктах заполнения заявки, записи предыдущих вебинаров. Если вы их не посетили, вы можете увидеть на нашем YouTube-канале Единый ресурсный центр. Также вы можете познакомиться с нашими вебинарами, которые проходили на портале, на нашем сайте ercportal.ru. И также вы можете направить свой проект на почту resursingo@gmail.com, и наши эксперты, которых вы видите сейчас на фотографии, постараются вам максимально помочь в вашем проекте. Я думаю, в принципе, раз вопросов больше нет, можем подытожить итог. Надеюсь, Я хотела бы спросить у участников вебинара, и у нас их сегодня мало, да, 1, 2, 3, 4, 5. На какой стадии заполнения заявки и они находятся сейчас? Я так понимаю, все будут подаваться, да, на второй конкурс? Да, мы на стадии вот формирования теоретическую, то есть часть заканчиваем и переходим к бюджету. Мы раньше у вас консультировались с Надеждой Моисеевной Ага. и планируем тоже ей отправить наш